Издание собрания известного историка, археолога, художника и коллекционера Анзора Агума по архитектуре Сухума конца 19-х, начала 20-х веков в 2016 году стало долгожданным событием в культурной жизни Абхазии. Книга «Старый Сухум» стала настоящим бестселлером, определенным must-have среди всех поистине влюбленных в прекрасную солнечную столицу. Сегодня, спустя 7 лет, новое издание книги, по традиции изданное при финансовой поддержке компании «Аквафон», отличается еще большим объемом текста, новыми и порой крайне редкими фото и, конечно, исключительной, неоценимо важной информацией, которую по крупицам собрала и подготовила супруга Анзора Агума Таисия Алания, заведующая отделом природы Государственного музея Абхазии. С книги Анзора и фиксирует то, что может разрушиться. К сожалению, наверное, мы об этом поговорим, многие объекты, которые там великолепно описаны, их сегодня нету. И очень благодарна за то, что на протяжении всех этих лет, вот начиная с издания «Старого Сухума», с которым мне пришлось тогда столкнуться, поскольку автора уже не было в живых, столько поддержки, столько доброжелательности со стороны людей, которых я даже не знала. Люди подходили и просто говорили: как здорово, что вы это сделали, как хорошо, спасибо. Это было таким стимулом, такой поддержкой, такой помощью. Сухум без преувеличения можно назвать уникальным городом, омываемый морем, солнечный, аутентичный, будто бы живой. Безусловно, каждый город имеет свой неповторимый облик, который формирует время, история и люди. Люди истинно влюбленные, способные по-настоящему оценить красоту и исключительность прибрежной столицы. И, конечно, одним из таких людей был Анзор Агума, коренной сухумец, выпускник 10-й средней школы, Сухумского художественного училища и исторического факультета Абхазского государственного университета, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Анзор Семенович работал в Абхазском государственном музее, новостроечной археологической энциклопедии, в управлении охраны историко-культурного наследия. Он подготовил более 100 научно-популярных статей для Абхазской энциклопедии, был участником крупных научных конференций. При его непосредственном участии были организованы несколько абхазских международных археологических конференций и изданы их материалы. Автор более 20 публикаций по археологии, истории, архивному делу, охране историко-культурного наследия. Анзора Семеновича Агума не стало в 2012 году, но его дело, страсть к истории, к ее сохранению, к ее безложной скромности возвеличиванию живет и по сей день. На страницах книг со скрупулезностью и любовью рассказывающих об архитектуре, культуре и истории, и в людях, отзывающихся о нем со всем теплом. Каждый раз, когда мы в последнее время с ним собирались, он говорил такую фразу: «Я до тех пор, пока в этой стране есть хотя бы один человек, которому важно то, о чем я пишу, я буду писать, я буду делать». Я должен сказать, что не один, а сотни, тысячи людям интересно все то, что сделал Анзор. Он был коллекционером, и мы не раз с ним встречались по этому поводу. Он показывал те предметы из своей коллекции. И у него был очень широкий подход к этому делу. Там и филокартия, и нумизматика, и филателия, и он документы собирал. И, то есть вот благодаря таким людям мы можем детальную картину прошлого нашего реконструировать. Вот эта книга очень раздвинула мое восприятие Сухума вот в исторической перспективе. Ну, до этого те издания говорили только о самом Сухуме. А тут те новые материалы, которые добавлены в самое начало книги, вдруг взяли вот так вот, я просматривал, у меня прям на глазах вот так читательская оптика расширялась. То есть там есть материалы о том, как формировался Сухум с точки зрения административной, военной, гражданской и так далее. То есть совершенно потрясающие вот эти первые материалы, которые никогда не публиковались. Компания «Аквафон», которая в эти дни отмечает юбилей со дня создания, вот уже 20 лет активно поддерживает самые разнообразные проекты в социальной сфере, культурной жизни, в спорте, архитектуре, медицине и образовании. Первая редакция книги «Старый Сухум» в 2016 году была выпущена при поддержке компании, и теперь вновь «Аквафон» оказывает всяческую помощь в увековечивании истории, культуры и памяти, дабы в будущем прошлое помогало указывать путь.
Не припомню ни одного проекта, который мы вот за 20 лет, которыми занимались, которым бы я вот с таким удовольствием, наверное, участвовал в нем и как компания, как сам. Это огромный труд, и эта книга будет, я считаю, она должна быть существенным таким вкладом в защиту нашего города. То, за что вы все болеете. Помимо описания истории зданий, объектов историко-культурного наследия, гражданской архитектуры, в книге представлены фотографии домов, документы, представляющие историческую ценность и многое другое. Расширенная и дополненная версия книги содержит в себе поистине уникальные материалы и, пожалуй, настоящий дух столицы. Научным редактором издания выступил академик АНА Олег Бгажба. Дизайн-макет выполнила Стелла Сацба, редактор Даурна Чкебе, фотограф Нала Авицба. Я лично воспринимаю эту книгу как энциклопедию. Не только Сухума, но и энциклопедию где-то и абхазской жизни. И что очень интересно, конечно, там очень много фактов, биографии людей. То есть это жизнь не только, скажем, зданий, история не только определенных сооружений, но это история целых семей, порой трагических, драматических. Книгу «Сухум. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века» можно будет приобрести в книжных магазинах столицы. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.